При... Стих на мантра. Ну, бы так. Еще раз здравствуйте, наши дорогие зрители! Сейчас мы покажем вам видеоэкспонат «Тернистый путь к волшебным звукам» о Февронии Алексеевне Баишевой, первом профессиональном хормейстере Республики Саха-Якутия, народной артистке Республики Саха-Якутия, заслуженной артистки РСФСР, отличники телевидения и радио, председатели Якутского отделения Всероссийского хорового общества, отличники культурного шефства над вооруженными силами СССР, ветеране тыла и труда. Творческая деятельность Февронии Алексеевны Баишевой для якутской музыкальной культуры имела исключительное значение. С ее именем связаны многие достижения национальной музыкальной культуры. Она сумела выйти далеко за рамки работы отдельно взятого служителя искусства, оказав огромное влияние на развитие хорового движения в Якутской АССР во второй половине XX века. Под ее руководством хор-радио стал настоящей творческой лабораторией для якутских композиторов и мелодистов. Исполнялись все и хоровые песни и кантатно-ораториальные произведения крупной формы. Своим жизненным примером Феврония Алексеевна доказала, что совсем не обязательно родиться в Москве или Санкт-Петербурге, можно родиться и в маленьком селе, но если ты человек с большой буквы, то для тебя открыты все дороги. Приятного вам просмотра! Однажды я спросила Февронию Алексеевну Баишеву, что она думает о своем особом инструменте. И она ответила: хор является для меня как бы оркестром человеческих голосов. Вот так она представляла свой удивительный инструмент и так красиво и афористично ответила на мой вопрос. И, видимо, с этим инструментом она была знакома всегда, начиная с Жабыльской школы семилетки, когда ее голос вплетался в пионерский хор. И, конечно же, тогда у нее возникла эта любовь к хоровому искусству, когда ты вместе со всеми делаешь эту музыку, когда твой голос, слабый, казалось бы, вплетается и многократно усиливается рядом стоящими голосами, и вы участвуете в общем процессе. И вот, конечно же, она тогда не знала, что станет первым профессиональным хормейстером нашей республики. Давайте предоставим слово самой Февронии Алексеевне Баишевой. Я родилась в Мейно-Камгласском районе, в Жабыльском наследии, в семье бедных крестьян Веры Павловны и Алексея Николаевича Баишевых. Я была в семье 10-м ребенком, но до моего рождения 5 уже их не было. Они юные детские годы умерли от болезни коклюш. В то время вообще, видно, в районах, селениях, деревнях не было медицинской помощи. Вот. А потом, я знаю 3 братьев и одну сестру свою старшую. Мать у меня умерла, когда мне было 6 лет. А отец умер в 1956 году, когда мне было уже 30 лет. Ему было 86 лет. После, в общем, когда мне уже 10-й год пошел, я пошла в школу с опозданием. Почему с опозданием? Потому что, во-первых, дома мамы не было, во-вторых, у меня папа, мои детские руки рабочие в доме. И вот я пошла после Нового года, это в 1935 году, после длинных каникул. И сразу во 2 класс. Поскольку я в детстве
Ну, при помощи ликбеза, ликвидации безграмотности, там взрослые учились в нашем доме, и я со стороны, вот, смотря на них, я и научилась, и все буквы знала, и читать научилась, и считать научилась. И потому папа говорит, она у меня грамотная, пожалуйста, берите вот старший класс. И вот, когда директор сказал, ну хорошо, если она будет слабо заниматься, мы переведем обратно в первый класс. Я очень обрадовалась, потому что в первом классе были мои знакомые детишки. Но в то же время как-то так и специально отставать от своего класса и быть переведенным в первый класс мне уже не захотелось. Таким образом, я в 1940 году, это неполную среднюю школу, 7 классов закончила. Но в школе что? В школе у нас была очень хорошая самодеятельность. У нас был прекрасный преподаватель Николай Иванович Владимир, вот фотографии сидит. Мы в Олимпиаде участвовали, каждый год были школьные олимпиады в районных центрах. Вот. Ну, тут сидит мой папа вот в моей книге. Угу. И вот мы занимали первые места в этих рядах 7-летних школ. Что мы делали? Мы танцевали, пели в хоре. Иногда приходилось ансамбли петь. Мне приходилось в основном танцевать, я обожала. Ну, так вот, дуэты петь мне было очень трудно. По всей вероятности, теперь я думаю, у меня был мутационный период. Как-то страшно мучилась, я даже возненавидела пение. Но в хоре мы пели советские песни, одноголосно, по всей вероятности, пели. И вот. Глядя на инвалида отца, мечтала Феня о профессии врача, чтобы вылечить его. Даже поступила в 1940 году в Якутскую фельдшерско-акушерскую школу «Яфаш». Но через 2 месяца из-за введения платного обучения вынуждена была устроиться на работу. Так сама судьба привела ее на конкурс в Национальный хор театра. Руководили им только что приехавшие по приглашению Марка Николаевича Жиркова талантливые выпускники Московской консерватории Василий Петрович Попов, впоследствии заслуженный деятель искусств РСФСР, успешно руководивший Тамбовским, Барнаульским, Кабардино-Балкарским хоровыми коллективами, и сейчас всеми почитаемая старейшина якутских музыкантов Полина Константиновна Розинская. Началось серьезное обучение музыки. Также были занятия по музыкальным грамотам и сольфеджио, которых вел наш хормейстер Василий Петрович Попов. Общее фортепиано вела Полина Константиновна Розинская. Однажды она меня назвала умницей за игру на фортепиано. Эти слова я всегда старалась оправдать, была очень ответственной. Постановку голоса я проходила у Антонины Николаевны Клещевой, солистки Якутского радио. Наш композитор Марк Николаевич Жирков вел лекционные занятия по якутскому музыкальному фольклору. Писатель Степан Павлович Ефремов рассказывал о якутской литературе. Уроки актерского мастерства вели артист драмы Георгий Парфеньевич Алексеев и Николай Иннокентьевич Лепсов, режиссер. Они нам задавали делать различные сценические этюды. Было очень много смеху от наших представлений. К сожалению, в июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие ребята наши ушли на фронт. Наши занятия прекратились. Мы стали работать, давать концерты, участвовать в массовых сценах, драматических спектаклях. Шел тогда Нюргун Батур, как музыкальная драма. В содержании Нюргуна светлые силы побеждают тяжелые силы.
Это очень соответствовало духу того времени. И народ валил валом на все спектакли и концерты, где звучали патриотические песни, как «Марш энтузиастов» Дунаевского, «Священная война» Александрова и якутские песни «Эргоскун Сатыла», «Хайгар», «Капитан Гастелло» и многие другие. Очень способную девушку в 1944 году направили на учебу в Свердловское музыкальное училище. Можно только представить, с каким жаром принялась за учебу Феня, поняв, сколько надо наверстывать. Удивительно то, что, несмотря на военное время, наше правительство заботилось о развитии музыкального искусства и решило отправить людей на учебу в центральные города. В Московскую консерваторию на фольклорное отделение поехал Захар Винокуров, в ГИТИС на режиссерское отделение Дарья Иванова, на балетное Ксения Посельская. 9 человек поехали в город Свердловск. Екатерина Захарова, Анастасия Лыткина, Николай Харитонов, Ульяна Кычкина, Ирина Готовцева, Варвара Платонова, Варвара Артемьева, Анастасия Топырова и я. Певцов приняли на национальное отделение консерватории, а меня направили на подготовительное отделение музыкального училища. На прослушивание я не пела, говорила, что у меня нет певческого голоса. Они говорили, это мы решим, выясним. Я сказала, я хочу быть учителем музыки, преподавать теорию музыки. Об успешности усилий можно судить по результату. В 1946 году она поступила на национальное отделение дирижерско-хорового факультета Московской консерватории. Причем о будущей своей специальности поначалу, как она вспоминает, она даже не смела мечтать. От безмерного уважения к своему первому руководителю, полубогу Василию Петровичу Попову. По словам ученицы Александра Борисовича Гольденвейзера, Лии Моисеевны Левинсон, педагоги консерватории поражались способностями и труду, мы бы это назвали саханою, типичной якутской настойчивостью этой девушки, вложившей столько сил в освоение одной из самых сложных профессий в музыкальном искусстве. Как показала дальнейшая творческая жизнь Баишевой, она оказалась достойной своих учителей, глубоко восприняв лучшие традиции русской хоровой школы. После учебы приехала в 1951 году в город Якутск. Меня Министерство культуры направило в музыкально-художественное училище открыть дирижерско-хоровой класс. Приняты были 8 новых учеников. Вначале было очень трудно. В училище не было музыкальной литературы, не хватало классов для самостоятельной работы ученика. Через 4 года обучения в 1955 году были выпущены 7 человек. Одного мальчика, Ваню Бубякина, после 3-го курса взяли в армию. Из выпускников одна девочка, Катя Нырянова, поступила в Свердловскую консерваторию. К сожалению, после окончания консерватории она с мужем вместе была направлена в новое Курганское училище Свердловской области, и она не приехала. Остальные были направлены в районные клубы на работу. Они создавали самодеятельные хоры, перевозили их на республиканские смотры в город. Некоторые впоследствии становились директорами музыкальных школ. В 1956 году у меня был один выпускник, Иван Литвинцев, который поступил работать в культпросвет училище. И 5 девочек закончили 1-й курс. Позднее, в 60-е годы, закончили у меня 3.
Анна Саватеева, Дора Николаева и Владимир Степанов. Параллельно я работала хормейстером на радио. Здесь тоже было сложно. Как раз в этом 1951 году 5 талантливых молодых певцов, среди которых Марина Попова, Анна Соловьева, Мария Ларионова, были отправлены на учебу в Свердловскую консерваторию. Нам пришлось объявить конкурс, набирать новых, и со старыми возрастными певцами пришлось расставаться с болью в сердце. Работы было очень много. Прямые открытия радиоконцерты, праздничные концерты в театрах, разучивание новых песен по радио. По инициативе Галины Михайловны Кривошапко в пединституте проводили концерты музыкального университета 2 раза в месяц по 2 циклам: композиторы классики, композиторы мастера советской песни. Тогда не было записей на радио. До сольной работы солистом оперы вы до консерватории были связаны с хором Февронии Алексеевны. Расскажите, пожалуйста. Знаете, что кроется за словами? Она была главным хормейстером 3 декад в Москве искусства. И вы знаете, 1957 год. Я очень хорошо следил за развитием этого по радио. Да, тогда, конечно, телевидения не было. По радио. Газетам. По газетам мы очень хорошо следили. Первая декада была с огромным успехом прошла. Она называлась «Вечера якутской литературы и искусства». Да, именно. Да. Потом 1972 год. Это Башкирия и Москва. Там я участвовала. Вот. Спасибо. Я знаю. Напомнили. Я по телевизору видел. Вы играли Рахманинова. Да, 2-й концерт. Вот, очень интересно было. Спасибо. И вот Феня Алексеевна тоже на этой декаде тоже работала, огромную работу проводила. Вы знаете, она же выступал хор очень много тогда. И в Доме композиторов звучали произведения якутских композиторов. И, конечно же, в зале Чайковского. Потом, знаете, основой все-таки хора служили, значит, хор профессиональный, 2 профессиональных хора. Это хор радио, потом телевидение, радио было, и хор оперного театра. Но это были малочисленные хоры. Поэтому, по 25, вот 25 у поэтому пришлось, значит, собрать еще дополнительно голоса. Для сводного хора. Для сводного хора. Поэтому приходилось выезжать. И представляете, из 500 человек надо было выбрать голосистых и с хорошим слухом людей. В какой-то декаде? Да, я в 3-й декаде. 82-го года, года. в Москве и в Ульяновской области. И каждый раз надо было усиливать хор. Почему? Потому что исполнять ораторию Захара Степанова, это... И Берестова, и других композиторов. И у них уже современное звучание было. Поэтому надо было очень тщательно подготовиться. И каждый, помните, самое страшное было перед поездкой. Это что? Да, сдача партии. Понимаете, это, люди очень волновались. Феня Алексеевна все-таки она производила такое впечатление, что она очень строгая. Конечно. Но она добрейший человек. Хотя. Но в деле она очень требовательная. Поэтому все трепетали перед ней. Вот. И сдавали партии. Каждый по одному заходил к ней. Как экзамен. Как экзамен. А я хотела бы вас, Роман Иванович, спросить, вот как опытного человека, хориста, который знает работу хора изнутри, о той проблеме, с которой Феврония Алексеевна боролась всю жизнь и так вот и не смогла осуществить этого.
У нее был хор на радио всего в 25 человек. Да. Вот об особенностях, вот почему это было мало, вот расскажите нам. А вот приходили, значит, на запись не все. Да, болели. Болели там все. Декретные отпуска Да. были там, я помню. Вот, Да. И, конечно, Вместо 5 человек у альтов, например, Да. сидит 2 альта. И Феня Алексеевна прямо так расстраивалась, Да. и все старалась это вот Да. как-то затушевать, вот все. все это требует мастерства, опять же, чтобы не чувствовать отсутствие людей. Вот, например, одно дело, когда поют 5 человек, они разной школы, разной силы звук у каждого. Но они в результате, когда поют 5 человек, как-то они там уже сливаются, поскольку единая художественная задача стоит. Именно. А если их 2, то уже никак они не сливаются, и уже бедная Феня Алексеевна прямо выходила из себя, все время говорила одному: погромче пой, Другому говорила, потише. потише пой, да. Это Да, мучение это было. да. Дорогая Феврония Алексеевна, поздравляю вас со знаменательным вашим праздником, юбилеем. Мы вас очень любим. Будьте всегда бодры духом, будьте нам прекрасным примером служению своему делу. Если в первой постановке музыкальной драмы «Нюргун Батур» Феврония Алексеевна пела в хоре, то в 1955 году она была среди руководства новой постановки первой якутской оперы рядом с режиссерами Василием Васильевичем Местниковым, Спиридоном Алексеевичем Григорьевым. Затем начался непродолжительный перерыв в работе, потому что стремящаяся к совершенствованию Феврония Баишева поступила на основной курс хормейстерского факультета Московской консерватории в класс профессора Преображенского. Однако в 1957 году ее отзывают с учебы и назначают главным хормейстером вечеров якутской литературы и искусства в Москве, посвященных 325-летию вхождения в состав российского государства. Якутия, не знавшая прежде никаких сценических искусств, вышла на сцену прославленных московских театров. В эти дни ожила героическая народная легенда о славном богатыре Нюргун-Ботуре. Это были волнующие вечера якутского искусства и литературы в Москве. После окончания вечеров она остается в Москве для продолжения учебы. И вот в 1961-м на сцене малого зала Московской консерватории состоялся дипломный концерт Февронии Баишевой, оцененный на отлично Госкомиссией, возглавляемой патриархом хоровиков Александром Васильевичем Свешниковым. Это был необычный экзамен. За пультом стояла не просто дипломница, а облеченная после вечеров 1957 года почетными званиями заслуженная артистка России и Якутии. Ответственное соответствие этим званиям не давала ночью мне спокойно спать. Но когда встала перед хором, все забыла и прошло все нормально. Исполнялись 2 акапельных произведения, одно русское и якутское. Экзамен проходил перед публикой на сцене малого зала консерватории. Нас, выпускников, было более 10 человек. Концерт прошел в 2 отделениях. С возвращением на родину началась каждодневная работа с хором. Репетиции, подготовка открытых эфирных концертов на радио, ведь тогда не было магнитофонов. Она готовила передачи, лекции, статьи, сидела председателем жюри всех конкурсов самодеятельных хоров республики. Ая Николаевна Яковлева
Это звезда оперной сцены 70-х, 80-х, 90-х. И вот сегодня она занята педагогической работой, но всю жизнь ее связывала дружба, большая дружба с Февронией Алексеевной. Ну вот, расскажите о своей подруге. С Февронией Алексеевной было очень приятно работать. Она очень добрый, спокойный, талантливый человек. И она всегда замечания свои делала доброжелательно. И хотелось, конечно, ее пожеланиям всегда соответствовать. Я вот 18 лет проработала концертмейстером у Февронии Алексеевны, поэтому вот свидетельствую, что Айя Николаевна очень часто приглашалась в хор для того, чтобы исполнить партию солистки или в песне, или в кантатах, ораториях. Какие оратории вы пели? Труднейшие партии? Ну вот могу сказать «Огни седого Вилюя» Николая Береста. Да. И там мы дуэтом с тенором пели. В 1972 году мы пели это произведение в Башкирии и в Москве, в Доме Союза композиторов. Слушали очень знаменитые деятели литературы и искусства. Хренников, да. Было много гостей знаменитых, и им это произведение очень понравилось. По сути дела, это оратория, это первое произведение якутское, такое крупное, симфоническим оркестром. Дирижировала Галина Михайловна Кривошапка, как всегда. И Феврония Алексеевна была в этих днях литературы и искусства главным хормейстером. И повезли очень большой хор. Там были все наши профессиональные хоры. И кроме этого еще из самодеятельных из республики, со всех районов собирали. И народу много было, и все они вот выступали с нами. Это было очень торжественно, ответственно. И мы, по мнениям наших гостей высоких, получили хорошее одобрение и хорошую оценку. И все это, конечно, благодаря титаническому труду Февронии Алексеевны Байшевой. Я очень счастлива, что на моем творческом пути встречались вот такие хорошие, прекрасные люди. Во-первых, они очень доброжелательно ко мне, молодой певице, относились и очень доброжелательно помогали и давали замечания свои, пожелания и замечания, которым хотела бы я соответствовать и старалась соответствовать. Хотелось бы ей пожелать долгих лет жизни, мира, добра, счастья, радости. От имени Союза композиторов Якутии хочу поздравить Февронию Алексеевну Байшеву с ее юбилеем. Ну, хочу сказать, что очень прекрасно, благодаря ей и Галине Михайловне Кривошапко, они пригласили сюда будущего русского композитора, один из первых якутских композиторов, Гранта Рамси Григоряна в 1953 году. И благодаря ему другу Льву Попову, они вместе служили в армии, в Дальневосточном фронте. И вот по его приглашению он приехал в город Якутск после смерти Марка Николаевича Журкова.
С этого момента началась новая творческая жизнь в Якутском музыкальном драматическом театре. Вот она является одной из первых постановщиков Лакута Нюргугуна. Один из первых, в 1959 году это они поставили. Вот его творческому подвигу, благодаря ей, многие композиторы уже начали писать хоровые произведения, потому что она прекрасно владела хоровыми коллективами и очень прекрасно работала не только с нашими профессиональными хорами, но была еще того времени председателем Всероссийского хорового общества. Я вспомнил это. Благодаря ей развивается хоровое искусство в самодеятельности. Появились первые хоровые коллективы в Меганкангаласском улусе, Хангаласском улусе и других многих близлежащих районах улусов, и в Верхоневилюйском, Вилюйском, Верхоянских, вот этих северных районах, у Салданских, особенно хоровой коллектив, Наяхинский. Вот благодаря ее творческому труду, творческому подвигу, мы все композиторы, начиная с первого композитора Захара Константиновича Степанова, который окончил Новосибирскую консерваторию в 1972 году, потом я окончил в 1983 году, и началась конечная плеяда якутских композиторов. Начинается Новосибирская школа композиторов Якутии, Иванова, Георгия Иванова, и плеяда якутских композиторов, Уфимская школа композиторов Загира Исмагилова. Так и появилась школа композиторов Якутии, и 1979 года создан был впервые в северо-востоке Азии Союз композиторов Якутии при Союзе композиторов Советского Союза. Вот членом и является Аиза Петровна Решетникова, 1979 года. Первая, она ответственный секретарь. Вот такова история. Благодаря Февронии Алексеевне мы понимаем, что она, владеющая двумя государственными языками, помогает ввести новые музыкальные образовательные вот эту систему в Якутии. Благодаря ей сейчас идет вот это Михаила Ефимовича Николаева «Музыка для всех». Кстати, она вся это начала еще в 50-х годах. А мы только сейчас начинаем понимать, музыка – это и есть достояние всего нашего народа. Но благодаря, наверное, вот такой деятельности с 50-х годов, да, в общем-то, и созрел к этой идее, подошел и Михаил Ефимович на протяжении своей жизни. Да. Сначала слушал их, потом очень полюбил оперную музыку. Так что вот действительно эта программа, она родилась буквально на наших глазах, вопреки всему. Именно вот оратория кантата, почему развивалась во время 1943 года по 80-е годы, 70-е годы, можно сказать, потому что не только это советская власть в этом-то, тут это не имеет значения, это все-таки наша жизнь, оратория и кантата, показ нашего подвига, показ наших героев, показ исторические, мифические, героические, гражданские мотивы были там показаны, все этих ораториях, кантатах нашими композиторами. Благодаря этому-то народ начал послушать хоровую музыку. И симфоническую. Это было близко ему? Близко, потому что по радио все слушали, по телевидению слушали. Когда перестал существовать симфонический оркестр и хоровой коллектив при радиотелевидении, композиторы перестали писать хоровые произведения, потому что у нас нет работы с тем коллективом, которым мы работали. И оперный театр с нами не работает, потому что у них совсем другой репертуар, другая работа, цели другие. И потому сейчас, после открытой государственной филармонии,
мы хотим, чтобы восстановить хор, хоровой коллектив и назвать внутри филармонии Да. и называть этот хоровой коллектив имени Февронии Алексеевны Байшевой. Пусть музыкальная жизнь наполнится новыми идеями и новыми задачами его творческой жизни. Пожелаю ей, Феврония Алексеевна, здоровья и счастья личной жизни. Всей душой болея за развитие искусства в нашей республике, Феврония Алексеевна была автором очень многих статей о проблемах развития культуры и искусства в Якутии. И на протяжении почти 60 лет она была постоянной ведущей своих авторских программ на телевидении, радио, о музыке, музыкантах и творчестве западных и русских классиков. Работу детских музыкальных школ республики невозможно представить без эталонного пособия на якутском языке первого профессионального музыковеда Федота Аргунова «Музыкальная грамота», редактором которой была Феврония Алексеевна Байшева. Она является составителем и редактором двухтомного сборника песен Гранта Григоряна «Сахамсереварахсан» 1972 года. Это издание является достойным памятником их дружбы, двух музыкантов. Феврония Алексеевна – автор нескольких книг на якутском языке о музыке. Вот, например, «Музыка на исте Өйдү Юряни» 1996 года «Как научиться слушать и понимать музыку». Вот книга «Самодеятельный хор Утерии, Салаи. Как организовать и руководить самодеятельным хором» 1996 года. Специально для своих коллег, молодых сельских хормейстеров. Книга мемуаров «Тернистый путь к волшебным звукам» 2003 года была написана Февронией Алексеевной на основе ее дневников, которые она много-много лет ведет, не публикуя. А вот книга о западноевропейских и русских композиторах «Аргана Европа, Вонна Нучу, Улу композитора день» 2007 года была написана тоже как пособие для сельских учителей и учащихся детских музыкальных школ. И книга 2010 года о музыке и музыкантах. И сейчас я хочу предоставить слово человеку, который помогал активно в издании вот двух последних названных книг, главному научному сотруднику по образовательной деятельности Музея музыки и фольклора народов Якутии Марии Корниловой. Феня Алексеевна, я благодарна судьбе за знакомство с вами и очень горжусь нашей дружбой. Восхищаюсь вашей добротой, красотой, аристократичностью и, конечно же, служению своему народу. Вы являетесь примером для подражания. Для меня большой честью является то, что вы именно мне предложили поучаствовать в издании ваших 3 последних книг, 2 из которых уже назвали, а 3 уже готовится на следующий год к изданию. Дорогая моя Феня Алексеевна, хочу пожелать вам крепкого здоровья и якутский мой алгыс. Үрдүгүттен үргөр үргүйбәтин, анныгыттан аргыр аргыйбатын, санабытын сатаннын, онна оғылорун, сиеттерин, қос сиеттерин, сылас сығынаргар, тапталаргар гуттанан. Бу ортодойдуга жоллоқ соргулақ, бай-байлыт, ухун-ухун олоғу. Дом. В 1975 году в моей жизни произошло большое изменение. Нежданно-негаданно я стала матерью. Дело в том, что в 1973 году ушли из жизни 2 невестки моего старшего брата Данила Алексеевича. Старшая невестка оставила 5 школьников, а младшая невестка 3 малышей, годовалого мальчика, 3-летнюю
Таню и 5-летнюю дочку от первого своего брака. Поскольку бабушка и дедушка были уже старыми людьми, а отец их был тогда в армии, старшую девочку взял брат невестки. Спустя 2 года, когда Тане было 5 лет, я решила взять ее к себе. Надо было подготовить ее к учебе в школе. После армии племянник женился и дал согласие на удочерение. Таня закончила 8-ю школу, поступила и закончила Улан-Удэнский институт культуры, библиотечное отделение. Там вышла замуж, родила ребенка, Айту. Я стала бабушкой. Айта после школы закончила Якутский артистский институт культуры. Тоже сразу вышла замуж, родила 2 малышей. Теперь я дважды прабабушка. Удивительно, молодые очень торопятся жить. Дай Бог им здоровья и счастья. Дорогая наша Фенечка, Феврония Алексеевна, Феня Алексеевна, всю жизнь свою я нахожусь рядом с вами. В своем театральном детстве в Сахатеатре, который тогда был музыкально-драматическим, я называла вас тетей Феней. Я помню все ваши выступления и свидетельствую, что провалов никогда не было. Хор всегда был на высоте. И вот я даже сама участвовала в репетициях детского хора перед поездкой, вот перед тем, как готовили его для вечеров, для участия в вечерах якутской литературы и искусства в Москве. Радуясь успехам дорогих гостей, Москва согревала их своими аплодисментами. А когда я уже стала ученицей Центральной музыкальной школы в Москве, то я приходила к вам в гости, студентки вот, основного курса хормейстерского. После вечеров вы уже были заслуженной артисткой России и Якутии, но жили в общежитии на Малой Дмитровке, помнится, с Венерой Сылыровой, чей волшебный голос, кстати, долго еще помнили московские меломаны, эту одну из выдающихся учениц Веры Катульской. И там еще жила с вами, вот я не помню, Янза, по-моему, что ли ее звали, красавица, кореянка, балерина из Большого театра, почему-то жила в консерваторском общежитии. Я вот помню, вы еще болели, лежали в больнице на Николиной горе, тогда были уже позже, когда в старших классах я училась, тогда вы были уже замминистра культуры нашей республики. Ну, а с 1971 года, после окончания консерватории, я уже работала с солистами и хором вот нашего якутского телевидения и радио под вашим непосредственным руководством. И вот я очень благодарна вам и Галине Михайловне Кривошапко за то, что вы отвоевали меня, дипломницу Московской консерватории, у Министерства культуры нашей республики, которые обязательно послали бы меня концертмейстером только в оперу. А вот работа на телевидении и радио, столько много, просто огромных возможностей для пропаганды нашей любимой музыки. А когда я организовала в 1989 году Музей музыки и фольклора народов Якутии, то вы пришли и украшали своими лекциями, даже одним своим присутствием, вот, зал «Композиторы Якутии» и музыкальный театр. И живем мы рядом с вами в одном доме с 1982 года. Дружат наши девочки-ровесницы, внучки-ровесницы, продолжая семейные традиции. Я настолько привыкла, что вы всегда рядом, что всегда я могу услышать дружескую критику, что вот на телевизионной передаче там или на концерте где-то, на лекциях что-то надо было сказать вот так, в такой последовательности, или руку не так положила, или какие-то такие нюансы, которые бы направлены только на улучшение передачу своего опыта бесценного. И вот сегодня я хочу пожелать вам, даже себе, может быть, поскольку я всегда была младшей и всегда чувствовала себя рядом с вами опекаемой, если не ребенком, то во всяком случае девочкой. И вот я хотела бы пожелать, чтобы вы всегда были здоровы,
чтобы рядом с вами мы еще долго оставались и чувствовали себя детьми, вашими молодыми коллегами. А сейчас я хочу предоставить слово вам. Пожалуйста. Ну, я от души желаю нашим молодым будущим артистам, молодым музыкальным кадрам, прежде всего, конечно, здоровья и творческих успехов. Но самое главное – быть всегда впереди, стараться и быть ответственным и напористым, и не падать духом. Жизнь, говорят, тяжелая. Жизнь всегда была, есть и будет тяжелой. Особенно тем, которые вот действительно трудятся. Денег всегда мало было у нас в области искусства. Вот. Но нужно всегда держаться и быть целеустремленным, чтобы были. Я очень хочу, чтобы они не падали духом, строили, созидали, ну и творили. На этом наша видеотрансляция заканчивается, но также напоминаем, что с 14:00 вы можете посмотреть онлайн-трансляцию видеоэкспоната «Эпистолярный роман. Воспоминания первого профессионального хормейстера Якутии Февронии Баишевой о Германе Перельштейне». С 15:00 видеоэкспонат «Идлибер Энилингбар Курдук» о народном поэте Республики Саха-Якутия Леониде Попове. И с 16:00 мы представим вашему вниманию наш видеоэкспонат о Аизе Петровне Решетниковой «Мечты в реальность». Оставайтесь на нашем канале, следите за нашими онлайн-трансляциями.